Повышение довольно существенное. Должностные оклады работников ряда учреждений культуры, искусства и образования будут увеличены на 80%. Исходя из этого, на 80% повысили оклад работникам Кыргызского драмтеатра имени Абдумомунова, Русского театра драмы имени Айтматова, Ошского национального драмтеатра имени Ибраимова, Исторического музея, музея ИЗО имени Гапара Айтиева, историко-археологического музейного комплекса Сулайман-То и киностудии «Кыргызфильм». Не оставили в стороне и профессорско-преподавательский состав, концертмейстеров и иллюстраторов Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева, музыкального училища имени Куренкеева, художественного училища имени Чуйкова и Ошского музыкального училища имени Ниязалы. Радостную весть руководство музыкального училища имени Ниязалы торопится рассказать всем своим сотрудникам. Узнав о повышении, обрадовались все. Среди них и педагог с 48-летним стажем Тамара Казахбаева. Отличник народного образования с огромным стажем получает 8 тысяч сомов с небольшим. Быстро посчитав, насколько увеличится оклад, заранее распределяет деньги по назначению. Если получаю 8,5, оклад увеличивают на 80%, то примерно около 14 получу. Как же это хорошо. У меня внук учится в колледже, контракт около 20 тысяч, и теперь буду ему помогать оплачивать контракт. Очень рада такой новости. Наш министр был хорошим человеком. Очень жаль, что он нас покинул. Мы знаем, что именно он стоял у истоков этой идеи. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун, ошо кишинин күчү менен биз ушундай зарплатага эметтик. Изменения коснулись учреждений культуры, искусства и образования со статусом национальной. Как мы знаем, у сотрудников, трудящихся в сфере культуры, одна из, скажем так, непривлекательных заработных плат на сегодня. Поэтому данная мера, я надеюсь, она послужит неким стимулом. И перед правительством, конечно же, стоит одна из основных задач – это поэтапное повышение заработной платы в целом сотрудникам бюджетной сферы, и в том числе в приоритетном порядке это сотрудники социального блока. И действительно, на сегодня потихоньку, но увеличивается оклад учителей. Также поощряют и врачей центров семейной медицины. И так, по мере возможности доходной части бюджета, приоритетная задача правительства – повышать зарплату всем работникам социальной сферы. Диана Мамекова, Тимур Сидагалиев. Общественный, Первый канал.